быстренько, потому что, ну, это не дело на самом деле, что такое, что за безобразие вообще. Так, вот этот предыдущий эфир надо будет скрыть, сделать непубличным. Сейчас вот этот эфир мы, значит, репостнем снова. Ну, в общем, ситуация дурацкая какая-то. Так, сейчас. Угу. Так, а это что у меня? Так, сейчас. Еще что-нибудь, чушь какую-нибудь. Потому что я использовал картинку, значит, фотографию этой, собственно, Ким, да, бывший Бакальчук, и использовал тоже фотографию, связанную с фурами этими Вайберес. Ну, в общем, что мне нравится в сложившейся ситуации, да, в том, что в общем-то, это закономерно, да, то есть сначала отбомбились вот этими знаменитыми дронами, да, которые, в общем-то, ну, похожи скорее, значит, на то, что вот, ну, помните, в свое время, значит, был такой штурмгеверт, винтовка такая соответствующая, да, то есть немцы, в чем, собственно, фишка вот этих всех калашниковых, штурмгевертов там и так далее. То есть это был такой продукт своего рода эм, ну, массового производства, дешевого, да, и вот они добились того, что, значит, со штамповки можно было получать, значит, вот эти автоматы, в общем-то, при минимуме обработки, да, при этом, ну, все оружейники понимали, что это, ну, такое, типа, одноразовое практически вооружение, да, ну, там, потому что интенсивность боев, так скажем, увеличилась, авиация там и все прочее. И вот этот штурмгеверт, он вообще, в принципе, предназначался для того, чтобы так называемый фолькштурм обеспечить. То есть это, ну, одноразовые фактически ребятишки, которые сейчас вот используются, ну, так называемой путинской СВО, когда их там мину привязывают и там пускают, значит, без оружия даже. То есть, а раньше это были те, которые должны были там, значит, прощупать оборону украинцев, да, значит, там пройти дроны и все прочее, короче, ну и вот показать, где там, допустим, нету никого, там какие-то, как это громко называлось, ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, но потом поняли, что такие, значит, сбегают, сдаются или там самостреляются, значит, да, каким-то образом, ну и поэтому стали этих, значит, создавать такую касту отверженных, да, и вот пускать их, значит, с миной там или еще с чем-то, короче. Ну, я так понимаю, что они там сознательно на себя огонь вызывали, ну, это такие вот смертники, короче, да, при этом там уже, наверное, были доверки там подписаны и все прочее, и там и такие товарищи там уже были там поженены на ком-то, ну, сколько таких вот мошенничеств на этих, на всех делах сейчас скрывается, я думаю, что там, как говорится, уже все схемы эти отработаны в Бурятии и везде в других регионах. Ну и вот, и закономерно украинцы пришли к такому же суррогату, то есть сделать, значит, зачем делать какие-то высокотехнологичные дроны там с обтеканием, значит, из каких-то углеволокна там и так далее, хотя можно взять просто штамповку, взять вот эту оцинковочку, значит, определенным образом там сгибать ее, получать вот эти дроны так называемые самолетного типа, да, в которых, ну, 20-30 килограммов взрывчатки туда можно поместить, ну, и пускать их там на 700, на 600 километров, короче. Ну, и вот эти вот дроны, в общем-то, невзрачные на первый взгляд, да, вот они сейчас наносят основной урон по вот этим, значит, нефтеперерабатывающим, да, предприятиям, которые уже расколотили. И, в общем-то, ну, а некоторые спрашивают, а что, ну, там же не все вроде как эти объемы там уничтожены там и так далее, производственной части. Так ждут просто, пока восстановят. То есть смысл-то в этом как раз, парализовать работу. И сейчас уже в Тыве, в других регионах, там, ну, панические атаки такие наступают о том, что куда отправлять детей учиться, например, да. Есть такая большая проблема. И вот одна блогерша, значит, пишет, что куда вы собираетесь детей, типа, отправлять своих.
И там говорит, нет, наверное, уже значит, в европейскую часть России, в Москву и так далее невозможно, потому что там следом, где меры разбомбят, значит, ТЭЦ, электростанции, теплоэнергоцентрали, значит, там, и, в общем, замерзать там людишки начнут, да, и естественно, что, как мы помним, в начале 90-х и в середине 90-х годов, в середине 2000-х, да, там вот эти скинхеды, там всякие, вот эта вся мразота там активизируется. И естественно, что будут страдать не такие крупные диаспоры, да, как узбеки, кыргызы, там, значит, казахи или еще кто-то, а будут вот страдать сибирские всякие народы, которые там, значит, дают рекрутов, рекрутчину дают, значит, на это все дело, вместо того, чтобы взять в регионах власть в свои руки, уже консолидировать, то есть вот эти вот, тут же, ну, понятно, Цыденов метис, он никогда не укусит, это понятно, и, собственно, вот метисация, она в регионах, она для чего нужна была имперской России, и сейчас активно это продвигается для того, чтобы не кусали. Ну, чтобы вот метис он никогда не укусит, он укусит бурята, но он никогда не укусит русского. Да, то есть вот какую-то там либо папу, либо маму он не укусит, да, ну потому что вот такая система, она ведь не проблема в том, чтобы, так скажем, миксоваться, да, а проблема в том, что вот этот нарратив имперский, да, часто метисы в десятикратном уровне несут. То есть вот сколько бы там имперец, бурятошка, условно говоря, люмпинокомбедовец не был, каким-нибудь там, знаете, имперцем, там, значит, казачка там одевался, значит, там, значит, ходил там, лампасы там и все прочее, да, он все равно останется бурятом. Хреновеньким, но таким необученным, таким Ваней, Петей, там, значит, каким-то Матрёной, значит, Леной, Наташей там и так далее. Но он все равно будет бурят. Да, и вспоминаем, как вот эти вот поганцы из РХТ, значит, там, значит, смиксовали ролик. В обиду, кстати, вот, хотели оскорбить эту Лену несчастную, эту бурятку, да, у которой муж Андрюша, тоже бурят. Да, но при этом-то сами-то забыли, что обратка-то в них же прилетает. Я говорю, ну а что такого? Я у Габасова в комментариях пишу, я говорю, а что ты, говорю, вот, ну чушь эту вообще, парашу-то эту все гонишь. Какой манкуртизм? У нее муж бурят, дети буряты. Ну да, назвали их там Ванями, Петями и так далее, потому что назвали по-бурятски в честь своих предков, которых тоже там Ваня, Петя там и так далее по бумажкам называли. Хотя 100 лет назад, в общем-то, насильственно же было произведено крещение. И это имя потом использовалось. Хотя буряты на тот момент имели всегда свое бурятское имя, то есть оно было главным. Но вот советская власть, она этому не препятствовала, так скажем. И там же было такое, что почему вот поколение там, рожденных в 50-е, 60-е годы практически не имеет бурятских не социалистических, не революционных, не пролетарских имен. Да потому что назови ты человека бурятским именем, ты автоматически попадал в разряд буржуазных националистов. Вот так это было. Это потом уже в 70-е годы, когда вдруг очнулись после конфликта на Даманском, там проводили всякие вот эти социологические исследования и так далее, когда им вынуждены были вот это бурят-монгольство внедрять, насаждать, выдумали там вот эти всякие рассказы, там, значит, причем это затронуло все пограничье, связанное с Китаем, это отразилось еще на Кыргызстане, значит, на Казахстане, другие народы, вот пограничья, да, тоже там Великий Чингисхан и все прочее, вот эти все мифы были запущены именно вот с целью того, чтобы, потому что кого там, советские народы же делали, так скажем, практически космополитов, интернационалистов, а там какая разница-то была, в Китае это был прям маоизм, ленинизм, маоизм был самый настоящий, марксизм и так далее. То есть, и, в общем-то, пропаганда-то довольно мощно действовала. И вот нужно было мясцо подготовить из местных под китайские танки. Вдруг чего там пойдут и так далее. Вот это все выдумано было. Значит, все это вот бурят-монгольство, там, за Монголию, там. Ну и сейчас это тоже плоды мы видим, да, то есть о чем? Мы видим эти плоды в
Значит, в том, что, ну, мол, вот Монголия, там, значит, вот у нее же независимость, там же у них демократия и так далее. Вам-то чему? Ну, езжайте в Монголию, там, типа, там уже у них демократия и так далее, будете жить хорошо. Ну, а понятно, что монгольская демократия, она, это то же самое, как вот здесь, в Польше, шляхта до разделов было. Тоже демократическое общество было, каждый там право имел, либерум вето и все прочее. Но потом, когда до разделов дошло, что сказал Фридрих Великий? Сказал, что вот поляки последние ирокезы Европы. Значит, и вот после первого раздела он говорит, тут законов нет у них. Значит, дам им законы, школ нет, дам им школы там и так далее. То есть, здесь такая же абсолютно ситуация, что Монголия сильно зависит. И в большей степени сейчас сохраняет ее, так скажем, суверенитет и независимость тот факт, что всю экономику Монголия построила по экспортному типу, и в основном ресурсы идут в Китай достаточно задешево. Я не знаю, они в долларах там торгуют или в юанях и так далее. Ну, то есть прогресс, он мог бы быть в Монголии очень высокий, если бы там стояли базы американцев, например, или японцев. Естественно, ни Китай, ни Россия этого не позволят. И монголы, ну, они так мягенько ищут там третьего соседа, все никак не могут найти, как говорится. Ну и возвращаясь вот к этой, значит, системы, это такой длинный заход, да, по поводу вот этих вот бомбежек там и все прочее. То есть абсолютно верно цели, задачи и цели поставлены перед ВСУ, перед теми предыдущими, значит, предыдущим министром обороны. Значит, и там какая-то непонятная рокировка произошла, значит, в Украине. Но я как бы, то есть это внутреннее дело Украины, и вообще, в принципе, я этого касаться не хочу, потому что я не гражданин Украины. В общем-то, не знаю там вот этих всех реалий, перипетий там и так далее. Но самое главное, что видите, вот поменяли, да, министра обороны, поменяли главкома, а политика-то продолжилась. Сейчас же еще гораздо большее количество. Давайте я вам список зачитаю. Куда что ударило. Значит, несколько крупных логистических комплексов из складов Вайлдберрис поражено. По оценкам экспертов, под удар попало около 10% общих складских площадей маркетплейсов в стране. География и расположение затронутых объектов. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ныне это Ингрия, значит, логистические комплексы в Шушарах, в промзоне Уткина-Заводь, деревня Новосаратовка. Значит, Московская область, крупный складской комплекс в Электростале, Тамбовская область, распределительный центр в Котовске, Краснодарский край, логистический центр в Краснодаре, Ставропольский край, складской комплекс Невиномысске, Воронежская область, объекты логистической инфраструктуры, Крым, сортировочный центр в Симферополе, значит, Тверская область, объекты в районе Твери. Почему Вайлдберрис? Вполне возможно, что есть просто информация о том, ну, смотрите, ударил этот дрон, да, я бы не сказал, что там 20 дронов ударило. То есть в каждый склад по одному, по два прилетело. И что-то вот так быстро они там загорелись, да, что у меня смутное подозрение о том, что системы пожаротушения-то никакой не было. То есть, потому что вот, ну, если ты занимаешься складированием, да, то у тебя основная, в общем-то, затрата, ну, вот эти склады, которые там панельного типа, да, они быстро достаточно возводятся, каркасного типа, там, в общем-то, ничего сложного, я так понимаю, за исключением выравнивания площадки, да, нет. В общем-то, все это вот сделано, как говорится, самым примитивным способом, современным, естественно. То есть при прочих равных условиях, да, ну, стоит себе здание, да стоит, короче. Но очевидно, что если сейчас большая часть вообще всего там товаров там, и все прочее, оно сделано из синтетического волокна, да и любого, в принципе, любая органика горит.
Да, то есть горит, соответственно, нужно устанавливать систему пожаротушения. Ну, я думаю, там схитрили. То есть она по плану-то вроде есть, вроде бы даже какие-нибудь трубы есть там, да, и вроде бы даже к каким-нибудь насосным станциям они там подключены, и что-то там, значит, распределяет, распыляет, там даже, ну, если просто обыкновенный пожарчик. Но логика в том, я так подозреваю, что все вот эти торговые центры, и, собственно, за счет чего там прибыли огромные, да, вот той же Бакальчук и так далее. Там же структура такая, то есть на склад принимают товар. Часто этот товар это просто купленный на площадках там Таобао, там, значит, различного рода вот эти китайские торговые площадки или там напрямую там про китайских производителей, да, ну, то есть логистика такая. Сейчас тем более же какая ситуация. Многие там эти люмпинокомбедовцы, эти бурятские, потеряли работу, потому что сейчас китайским, значит, дальнобоем разрешили по всей России кататься. Ну, вынуждены были, понимаете? Ну, то есть, и китайцы вот вполне себе всем нужен. Ну и, в общем, ты еще должен деньги платить за то, чтобы на этом складу твой товар оказался. Я так понимаю, что выиграли те, у которых не получилось сдать этот товар. Они там какие-то штрафы получили, еще что-то. И я так понимаю, что на этих складах просто происходит пересортировка, да? Ну, то есть заказы формируются, людишки там с какими-то, значит, аппаратами ходят, там считывают и так далее. Я вот помню, что вот этот дегенерат, мент, он ездил, как будто бы, ну, легенда была такая, что он ездил, значит, как будто бы в этом Вайтберрисе где-то работал. По-моему, как раз в том городе, где вот эту бурятку-то, значит, всячески, как он, Покровск или как он там называется, где-то Подмосковье, где там целая вроде как это диаспора бурятская огромная живет, и работают тоже вот на этих складах, значит, там. Ну и вот. И вообще непонятная ситуация. А сколько бурят вообще там погибло? Я так подозреваю, что судя по вот тому, кто там работает, значит, какие там нравы там и все прочее, что могло быть так, что нормально это люди побежали сразу, там плюнули на этих супервайзеров и так далее, когда первые удары-то пошли. А остальные там могли остаться просто, и, естественно, погибнуть сначала от удушья, короче, от тех, значит, от угарного газа и от прочих газов. И учитывая то, что там дали допалить все это дело, то есть там было, когда приехали эти пожарные, они, значит, делали так, чтобы склады полностью выгорели. Я подозреваю, возвращаясь к тому самому раннему моему тезису, о том, что просто Бакальчук при строительстве, она сильно экономит на системе пожаротушения, потому что там, в общем-то, ну, за одну секунду там десятки тонн воды должны вылиться для того, чтобы сберечь. Но поскольку они торгуют вот этим всяким ширпотребом, да, который из Китая там совершенно по низким ценам идет, то очевидно, что проще, чтобы этот склад сгорел, если что-то там случится, да, нежели чем тратить какие-то огромные ресурсы не просто на строительство системы пожаротушения, но еще и на содержание, потому что это же все надо тестировать, это же все надо, значит, специальных высококлассных специалистов иметь, да, для того, чтобы все это функционировало вполне нормально. Представляете, там на крыше десятки тонн воды должны располагаться, а не из говна и палок, да, то есть это уже удорожание строительства этих логистических центров. Ну и, соответственно, там сейчас такие конспирологические теории. А почему, говорит, Озон не долбит? А почему там другие площадки не долбят? Ну, потому что самая крупная площадка это Wildberries. И потому что на Wildberries, как все вот эти, значит, вовремя сориентировались, эти, значит, торгаши там и так далее, они продают там военную амуницию в том числе. Дроны там и так далее. Есть предположение просто-напросто, что в этот период времени через эти склады были завезены большое количество FPV-дронов. И эти склады, по которым пришлись удары, они были именно использовались
с целью военной логистики. Поэтому они являются законными целями для ВСУ, для уничтожения. Вполне возможно, что на Озоне, на площадке либо нет, либо настолько малое количество, что, в общем-то, в силу определенных причин, так скажем, эти объекты неинтересны, да, дронам ВСУ. Тем не менее, становится понятно о том, что из некого суррогата такого вынужденного, да, потому что у Украины на начальный момент войны не было своих собственных тактических крылатых ракет, не баллистических ракет, да, хотя, в принципе, с технологической, с научной, с технической точки зрения вообще Украина проблем создать свою собственную баллистическую ракету, там, которая может там, и 10 или 15 тонн взрывчатки поднять и любой там, значит, бункер уничтожить в Рашке, да, вообще, в принципе, проблем нет. И как показывают вот эти удары, значит, экспериментальными на этот момент еще, значит, ракетами «Фламинго», они, в общем-то, достаточно успешны. Никаких сложностей, так скажем, для Украины массовым образом производить такие тактические ракеты вообще никаких нет. И естественно, что мы сейчас видим, да, вот ситуацию, вот опять же, да, они сначала бензиновый кризис, как будто бы, потому что мы обсуждали тоже в закрытом чате с экономистами там по поводу того, что, а вот как там. В общем-то, сходимся во мнении о том, что кризис искусственный. Естественно, что пострадали определенные там виды профессий, да, которые требуют достаточно большого объема бензина, там, например, или дизельного топлива. Но я поглядел цены в Улан-Удэ на установку, например, газового оборудования. Да? То есть газ-то есть. То есть все, кто, в общем-то, в чем скинуть там, значит, установить это газовое оборудование, такое самое примитивное, сутки, может, двое. Да там за несколько часов даже управляется. Единственное, что, конечно, нужны специальные моторы, там, рассчитанные там, на октановое число 95-98, то есть, если какой-то там типа ВАЗ, там, который на 72-й там, или 76-й рассчитанный, короче, то есть выхлопа никакого не будет, там, расхода даже может быть больше. Да, то есть эффективности нету никакой. Вообще, откровенно говоря, вот здесь вот в Варшаве видел уже современные Королки, которые гибриды еще тем более. И у них там уже на заводах установлен газовая система. И они, в общем-то, довольно, я так понимаю, экономичные, учитывая то, что они еще и гибриды и так далее. Так что, в общем-то, я думаю, что это позволило просто искусственно поднять цены на бензин и вытащить из тех, кто может себе позволить, значит, владение автомобилем в Рашке, да, это чтобы не конфисковывать, значит, вклады. Потому что есть такое ощущение, что наряду с мобилизацией, которая наступит либо перед выборами в Госдуму, либо после, причем это будет мобилизация такая, что они вынуждены будут брать всех. То есть вот есть же там какие-то брони, там еще там что-то говорится там и так далее. То есть там начнется массовый просто призыв, да. И это будет еще под каким-нибудь таким соусом подкладываться, что вот посмотрите, то есть в нас летят там дроны, значит, это все коварный Запад там хочет там и так далее. То есть снова они там начнут расчехлять, значит, вот это вот, значит, тезисы, да, о том, что вот там сидят там, значит, где-то в Европе там, значит, террористы, экстремисты там всякие там и так далее. Вот почему сейчас, собственно, уголовное дело-то против меня там завели, против вот этой аутистки Вьюшковой, которая там, что-то совершенно там невразумительное там пишет про своих родителей там и так далее. В общем, ситуация такая, что готовьтесь. И когда я говорю о том, что если у вас сейчас есть дети, там, да, 17-18 лет,
то стоит подумать о том, чтобы их отправить учиться в Азию, в Корею, в Китай. Хотя некоторые думают о том, что ну вот там это Китай, да что-то это, там да боимся, да пятое, десятое. Ну на худой конец в Монголию можно отправить. Да, для того, чтобы просто-напросто сберечь человека. Потому что вот он окажется в каких-нибудь там, значит, я не знаю, там, Новосибирских, Томских там и так далее. А там его спрашивать не будут. Там забреют, помните, было такое 87-й, 88-й, 89-й год. Никаких вузов, вот даже с такого Новосибирского государственного университета, да, который ученых готовил, там всех забрали. Просто приехали, значит, к общагам воронки, всех туда студентов забросили, короче, именно тех, кто жил в общагах, и все, и привет. И в Афган отправили, понимаете. И то есть такая же ситуация будет. И поэтому тут надо перестраховаться. Тут надо понимать о том, что русские, вот эти москвичи, вот эта вся интеллигенция, да, вот эти, которые выехали, тут мирная Россия, всякие Яшины там и так далее, которые против расчленителей России, говоря вот этими языком, значит, вот этого русского националиста, философа Ильина, да. Вот они все именно поэтому, то есть им зачем, чтобы буряты там осознали свою значимость, так скажем, да, зачем им, да, зачем им вот мы нужны? Им нужны наши ресурсы. И чем больше они нас уничтожают, тем менее значит, способны буряты к сопротивлению. Я вот гляжу сейчас, значит, в интернете усилилась пропаганда, значит, вот эти герои повылезали какие-то, значит, там, значит, вот эти депутатики, там все вот эти фиктивные, значит, персонажи, которые, ну, там, как это, пиар-проекты там занимались, значит, ловлей рыбы где-то, в тылу сидели там и так далее. Вот они теперь сейчас прям главные там герои, потому что, ну, понятно, все вот это отребье, значит, обушлатилось, было там уничтожено там и так далее. Но кто-то еще живой. Кто, у кого есть финансовые средства и кто готов остальных менее счастливых, значит, людей отправлять в мясные штурмы там и все прочее. Хотя, ну, я не знаю сейчас там вообще, есть ли мясные штурмы, потому что я так понимаю, что обилие дронов, оно привело к тому, что уже даже отсутствуют боевые столкновения между людьми. И линия фронта, она настолько стабилизировалась, что каких-то массовых там прорывов, каких-то это невозможно, если не бросить огромной массы. Да, там, если вот они в эту, значит, последний штурм, да, в последний штурм бросят, там миллионов 6-7 наскребут, короче, да. Ну, правда, их кормить нечем, естественно, то есть там логистика и все прочее, короче. Но это к этому может привести. Поэтому я говорю, что бурятам основная задача, тем, которые находятся в Рашке, им надо озабачиваться своей безопасностью, безопасностью своих родственников, короче. И я говорю, на случай непредвиденных ситуаций обязательно оформляйте охотничье оружие, оружие для самозащиты, потому что это жизненно необходимо. Некоторые говорят о том, что путинский режим эту зиму не переживет, потому что, ну, уже олигархи там засуетились, закопошились, значит, там беглые, там, значит, пишут всякие там, вот, Ходорковский, например, да, недавно опять булькнул. Я видел Ходорковского здесь, в Польше, да, и, в общем-то, ну да, он говорит так хорошо, так, значит, есть у него такие вот определенные, достаточно правильные речи он произносит, да, так вот, с толком, с чувством, с расстановкой, значит, говорит, то есть он свою мысль вот умеет доносить, этого не отнять, естественно. И поэтому, ну, в общем-то, может, и олигархом стал, потому что у него вот эти есть таланты определенные, да.
говорильни. Но он опять, зачем вы, говорит, санкции там вводите, дайте там, значит, противникам Путина, значит, вывести деньги в Европу. А я думаю, ну, здорово, то есть получится, что в реальности противник, ну, кого он там противниками Путина-то называет? Да, это олигархов, которые с его руки кормятся, что ли, или что? Что-то я понять не могу. Или вот эта московская интеллигенция, да, вонючая, которая, в общем-то, жировала, да, за счет тех средств, которые там, значит, из украденных ресурсов формировались, да, они же фактически не говорили в 90-е годы и в 2000-е о том, что, а почему вот такая диспропорция между регионами по бюджетам и так далее, да, почему вот в Москве-то жирно живут, да, там, медицинское обслуживание лучше и все прочее. Они же об этом не говорили, а об этой несправедливости. О том, что из той же Бурятии высосано 3000 тонн золота было добыто за 30 лет. Вы представляете, какие-то суммы? Сейчас вы просто умножьте. Да? И сейчас вот алмазный фонд распродается вот эти золотой запас. Причем как распродается? То есть он распродается именно вот этим же олигархам. То есть сейчас путинская элита, она находится в транзите, потому что когда говорили там про золото партии в советское время, помните, там, значит, в начале 90-х годов, а куда делось золото партии там, и так далее. Так оно разошлось по карманам. То есть когда коммуняки поняли, вот это высший эшелон, о том, что ну все, то есть вот эти советские рубли, бумажки, там какое-то влияние ничего не, из себя не представляет, они сказали так, всей вот этой партноменклатуре и так далее. Вот у нас есть золото, мы его сейчас распродадим вам конкретно. Кто успел, тот и съел. И вот они побежали, эти теневые, там, тамошние еще советские эти номенклатурщики, олигархи и так далее. Ну что, покупали по твердым советским ценам золотишко, значит. Никто остальной не мог купить, кроме них. И вот этот первоначальный капитал, на который там, значит, жирует вот эта партноменклатура, повыезжала за рубеж, там еще в 90-е годы там яхты понакупали, значит, в Гибралтаре, где-нибудь в Испании там и так далее, себе домишки в, значит, Черногории, там, в Сербии, там, в Хорватии там, и так далее. Это вот оттуда. И сейчас то же самое происходит. То есть транзит власти. И они уже понимают, что Путин, ну, то есть сам Путин понимает, что все, ему придется отвечать, потому что как это, мировое правительство, оно уже четко решило, что да, все, вот Тайвань, я когда написал по этому поводу, да, сразу суета какая-то наступила, да, я написал письмо в администрацию Трампа о том, что я говорю. Вот мы представляем, значит, национальное освободительное движение, там то-то, то-то, я говорю. Пожалуйста, сообщите Си Цзиньпиню, что вы, уважаемый Дональд, гарантируете неприкосновенность Тайваня за счет того, что войска стран шанхайского сотрудничества, значит, будут введены на территорию до Урала. С последующим, значит, совместным формированием независимых и суверенных государств Бурятии от Енисея до Амура, Республики Саха, Республики Хакасия, значит, Тывы, Танну-Тува, значит, с вычленением, значит, Маньчжурского региона, значит, Амурского региона, да, с передачей Карафута Японии и так далее. То есть вот эти территориальные вопросы, значит, да, ну, это позволит Китаю тоже заявить о том, что вот Россия участвовала в неравноправных договорах, да, и вот, значит, все те соглашения, которые, значит, они даже с путинской Россией по демаркации там государственной границы провели, они могут рассчитываться как именно как последствия неравноправных договоров. Да, пожалуйста. И совместное управление этими территориями, там, значит, Чукотка, Камчатка, все это под, значит, свободно ассоциированная территория с Соединенными Штатами Америки. Как вам? И Илон Маск может построить, значит, подземный проход, значит, под Беринговым проливом в Азию.
Вот такая ситуация. И поэтому мировое правительство, оно уже решило, а эти-то пока сидели, что вот там, ну, пока вот это, значит, хорошие русские, они же должны были, зачем их выпустили? Ну, во-первых, чтобы они несли русский мир, значит, в каждую немецкую или французскую деревню, значит, да, говорили о том, что мы какие хорошие там и так далее, мы против коварного тирана Путина и так далее, но европейцы что, они глупые, что ли, дураки, что ли? Они же понимают, что их в 90-е годы обманули. Что, собственно, Путин возник, потому что сработала вот эта схема. Когда в 90-е годы обдурили, значит, европейцев, обдурили американцев, позволили вот этой партноменклатуре, КГБшникам и так далее выйти в кэш, легализовать то, что они наворовали еще со времен Второй мировой войны. Вы что думаете? Золото, бриллианты, вот как использовалась осада Ленинграда, да? То есть там же пропаганда какая, вот осадили, там немцы хотели этот город взять, там уничтожить голодом, изморить и так далее. А правда-то она какая? Сталин не любил Ленинград, потому что он революционный город был. Что там кронштадтские матросы восстали, что там развитый пролетариат был, который вот Кирова-то выбрал. Кирова ж неспроста тоже грохнули, короче. Знали там, на что надавить, знали, что он там любит женщин там и так далее. Ну, вот такую парочку подсунули, такая рокировка была. Что он, значит, там совратил эту женщину, эту несчастную, короче, там, латышку или литовку там и так далее. И муж ее в итоге, значит, этого Кирова завалил, короче. Ну и потом эти все репрессии пошли и так далее. А как использовали эту, вот, эту систему? Немцы и финны, они не собирались брать, потому что это что там, 1,5-2 миллиона кормить? Понимаете? Вот такая же логика была. То есть они просто блокировали там определенные войска. И там, ну вот как вот сейчас такой тихий фронт, так скажем, говорит, был. Потому что основная цель это была Москву захватить. Никто сходу там не собирался этот Ленинград брать. Но Сталин запретил их эвакуировать. Это потом там придумали дорогу там и все прочее. Ничего такого не было. Там все предприятия работали. То есть это был промышленный центр. Но это позволило жуликам выманить все те ресурсы, которые еще народ копил, держал. Алмазы, золото, серебро, прочие какие-то ценности и так далее. Там же сколько народу поумирало, которые еще с царских времен там где-то, значит, в своих этих котомках там все это дело хранили. И тогда вот огромный потенциал, значит, вот этих вот, там же и валюта была, то есть, что там, долларами-то пользовались в свое время. И здесь такая же ситуация сейчас назревает, и поэтому это видно абсолютно о том, что... Но меня удивляет вот это молодое поколение, которое там, значит, находится, да, врачки там и так далее. Вот они тиктоки начинают снимать, да, там и так далее. То есть они такое ощущение, что не живут вот в этой системе. То есть либо, это просто низкоинтеллектуальные, значит, дети низкоинтеллектуальных родителей, либо это действительно такое вот жизнь как бы в зазеркалье. То есть там какую-то девочку, значит, поймали, значит, заставили извиняться за то, что она там, значит, какой-то тикток сняла. И я помню, в 22 году я смотрел такой тикток, там, где девочка какая-то, школьница, она такая говорит: политик, лидер и борец. И она вот это и борец несколько раз, значит, употребляла. И, по-моему, это она вот опубликовала как раз этот снова ТикТок через 4 года уже, ну, такая взрослая уже, там, студентка, наверное, там и так далее. Значит. Ну, видимо, удалила его, потому что я его не вижу. Теперь как раз на фоне там где-то в Ставрополе и так далее, горящего, значит, этого склада Вайтберрис. Вот так вот. То есть вот это вот все современное, значит, поколение, да, как они там, поколение Z или как там оно называется, она любую власть примет. И сейчас поэтому эти затеяли транзит, и как можно сильнее нужно наколотить, значит, набить мошну денег себе, значит, а что можно вывести?
валюты нету. Да, валюту там не украдешь никак, там не поменяешь, сразу заметят там и так далее. А вот золотишко, пожалуйста, то есть в любой стране мира золото возьмут с удовольствием. И вот то, что сейчас происходит, это, видимо, одна из, значит, вещей, связанных с договорником, что Путина в Гаагу, значит, его олигархи там, значит, освобождают свои вот эти рублевые, значит, активы, меняют это все дело на золото, ну и создают, как чисто по Сорокину, свои собственные армии, судя по всему. То есть мы сейчас где-то я вот в 22-м или 23-м году там, короче, типа Газпром какую-то свою армию создал, и там что-то чик-чик-чик, и информации нет никакой. И вот в Бурятии, это бурятам, вот этим бурятским, значит, чиновничкам, там всяким тем, которые там какую-то копейку имеют и так далее, да, я вам советую там, пока вот этих вот полным-полно, ну, значит, жертв русского мира, да, вот этих люмпенов-комбедовцев, рекрутчины этой, да, свободной, вам надо объединять их в свои ЧВК. Ну, у кого силы есть, там, да, вот Баир, режиссер, любит говорить там про кланы там, и так далее. Ну, кланов-то нету. Потому что если бы были кланы, так уже давным-давно бурятское ЧВК какое-нибудь было там. Ну, там, у олигарха там, местного, там, значит, Ханхалаева, там, значит, у какого-нибудь там Егорова, там, я не знаю, кто там еще, там, какие есть там. Значит, у этого, какие, у Мархаева бы там пехота бегала бы, да, например. Кто там еще есть? Назовите, перечислите в этих в комментариях, кто там еще может пехоту-то сделать. Ну и сейчас вот, собственно говоря, все к этому идет. То есть, и если я раньше там сомневался о том, что, значит, то вот эта распродажа золота, да, то, что не каждый же никакой там, никакая буермуха или какой-нибудь баирчик, он же там не побежит золото покупать по фиксированной цене. Нет. Ему будут продавать с наценкой, с НДСом, там, со всем прочим, короче. Так что ничего удивительного нету. Сейчас вот это уже начало транзита, да. Алмазы не такие ценные на самом деле, а вот золото-то ценное. Золото-то оно конвертируется, оно всегда возможно. Другое дело, что, конечно, если посмотреть доходность золота там, на величину 100 лет, например, ну, оно не сильно доходное. Да? И, собственно, поэтому золото, в общем-то, из стандарта-то выпало в свое время. Ну, то есть, вот, когда вот эту систему отменили золотого стандарта, ну, правильно сделали. Мало его. Мало его. Но Бурятия ежегодно до 70 тонн золота производит. Вы представляете? 70 тонн золота Бурятия может делать. А этническая Бурятия от Енисея до Амура почти 300 делает тонн. И это же неплохо. То есть, если мы получим независимость, буряты возьмут власть в свои руки, понимаете, мы же готовые фактически, вот как кочевники. Да? Кочевники это готовые феодалы. Сделаем феодальное государство с феодальной разрубленностью. Каждый бурят с оружием станет феодалом. Сначала мелким, потом более крупным. Разрежем территорию на новые рода. Не на те старые, которые существовали, а прям на новые, короче. А местное население, которое там, ну, неважно какое, да, оно вот станет, собственно говоря, податным населением, пионами. Да? А что? Нормальная абсолютно система. И для феодалов, для того, чтобы, ну, как бы, там, ранней феодальной раздробленности не было, да, вот националистическую идею. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, и Бурятия от Енисея до Амура. Все, проблем нет. И труд Халтарова, Мини-Барилдан, как, значит, руководство к действию, так скажем. И основной задачей этих феодалов
помимо управления территориями, что будет? Размножение. Программа бурятский 1 000 000 сначала. Быстро закроем за несколько лет. А потом бурятские 10 миллионов. Будем завозить женщин со всего мира для нашего социального эксперимента. И вот эти как раз ресурсы, продажа этих ресурсов, да, я вот сейчас недавно одну передачу смотрел по поводу азиатских тигров. Как они свою экономику развили, да, о том, что дешевая работа, да, отсутствие полностью ресурсов своих собственных, да, и вот эту систему, ну, контроль, да, то есть и производство, значит, сельское, и поддержка, значит, пока бедные были, там, Южная Корея очень сильно размножилась, Сингапур, там, другие территории, да, они увеличивали свою численность, пока были бедные и нищие, пока не доедали мясо. Но бурятам так не получится сделать. Ну, культуры отсутствует конфуцианская, да, культура рисоедения отсутствует, рисоведения там и так далее, да, большей частью. Ну, разбегутся, там начнут там крузаки покупать, все прочее. То есть, ну, такой это не конфуцианский тип, да. Ну, прожигать жизнь, спиваться там и так далее. Поэтому нужен контроль жесткий. То есть обилие этих финансовых ресурсов, оно может привести к негативным, наоборот, последствиям. Поэтому нужна на 15-20 лет диктатура. Такая довольно жесткая. Военная диктатура. Да? То есть для того, чтобы прививать протестантские ценности, так скажем. Вбивать, вдалбливать в бурятосов, люмпинов, комбедовцев бывших, что они теперь не просто бурятошки, а целые феодалы, на которых лежит мощнейшая ответственность за будущее бурятской нации. Ну вот гляжу я на то, как, значит, диаспора там, в Соединенных Штатах Америки болтыхается, значит, да, там, ни одного фрауда, там, значит, ни одного бурятошки, значит, там, Medicare, вот этих фраудах не задержано, нигде там вообще не проявились, ничего. Я такой думаю, да, тяжело придется. Тяжело придется. Ну и сейчас вот я, например, пост написал там по поводу депортированного башкира, да, которого, башкорта, которого выслали в Молдову. Ну, Молдова тоже неплохая страна, в принципе, для того, чтобы просить политическое убежище там, да. Ну, не сработали ребята. А это, между прочим, 1 800 000, 1,5 миллиона народа. С достаточно крупной, огромной диаспорой в Соединенных Штатах. То есть это общая проблема на самом деле. Для даже народов, которые, ну, в 3 раза крупнее бурятского. Да? То есть такая же проблема с отсутствием правозащитников, такая же проблема с отсутствием реально действующей, работающей диаспоры, которая бы, ну, там, с пинка могла заходить в Госдеп США, да, то есть отсутствие, в первую очередь, образования, цивилизованности. Вот мы обсуждали этот вопрос. Я говорю, а как будет цивилизация по-бурятски? Ну, называют мне там монгольский аналог этого слова, значения. Из 2 слов состоит. Я говорю, вот видишь, из 2 слов. То есть пришлось искать аналогию. Да? И в этом отношении вот недоразвитость языка, да, она с чем связана? Хотя, ну, он фиксированный, да, там сколько усилий было потрачено там, с 30-х годов, когда Николай Поппи его создал, этот бурятский литературный язык колхозных масс, так называемый. А потому что, видите, имперка, да, социалистическая имперка. А зачем бурятам слово цивилизация? Зачем бурятам бурятская цивилизация, понимаете? Они же не работали над этим. То есть, если бы у нас маленький период, хотя бы 10-15 лет был, по поводу романтического национализма и так далее, все бы было, все бы прекрасно действовало и работало. Сейчас что мешает? Сейчас что мешает бурятам работать над национальной, значит, идеей? В первую очередь страх, забитость, отсутствие вот этого понимания, да, общности. Что буряту друг, брат, сестра, а не враг. Понимаете?
Вот в этом. Ну и поэтому вот эти там манкуртята бегают, значит, там, и так далее. Там. Им там внушили, внедрили, короче. Ну, а что? Ну, у нас же есть яркие примеры. Вот эти дегенераты, которые сейчас блогерами являются. Там, значит, полную чушь несут там это все. В культурную эту тему там уходит, в язык уходит там, и так далее. Ну, то есть, вне политики, да, как будто бы. Ну, думают, что там их пронесет. Так и не пронесет. Исчезнет. Людишки исчезнут просто-напросто. Сейчас уже сколько на алтарь на эту жертву принесли русскому мамону. Кто их оплакивает-то, кроме родственников? А они могли бы погибнуть за национальную идею, за бурятскую. И было бы уже чем торговаться, чем пугать Москву. Чтобы хотя бы 70 тонн золота, которые в Бурятии добываются, оставались здесь. Хотя бы нефрит был в бурятских интересах. Мы бы сами напрямую, контролируя таможню, толкали бы его в Китай. Ведь нету этого же ничего, правильно? Все они под себя подмели. Все самые лакомые кусочки, все самые лакомые предприятия на территории этнической Бурятии. Вот поэтому я и говорю, что Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Все просто. Буряты, как только зашатается власть в Москве, как только коллективный Запад ударит по Путину, уничтожит путинский режим, надо в регионах брать власть в собственные руки. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Так мы победим. Всем пока и до новых встреч.